27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной. Сады сосен, берез, рябины, елей появятся по всей стране. И, конечно, в нашей республике. 263-я стрелковая дивизия, 24-я Самаро-Ульяновская железная, дважды краснознаменная стрелковая дивизия, 28-я Невельская. Выходцы из Коми воевали на всех фронтах, защищали Ленинград, Карелию, Заполярье. По разным данным, но из республики ушло более 180 тысяч. И, в общем, опять же, по разным данным, но как минимум 2/3 не вернулись. Поэтому, конечно, мы сегодня, высаживая эти деревца, если каждый вспомнит своего не вернувшегося родственника, то это будет память. Была идея высадить 53 тысячи, но уже на сегодняшний день эта цифра перекрыта в 2 раза. И сегодня это уже 126 тысяч, и я думаю, что мы на этом не остановимся. Оба деда Владимира Уйба погибли в боях за Ленинград. Руководитель республики призывает не забывать о подвиге всех, кто приближал Великую Победу. И высадка саженцев – это не только память о героях, но и символ новой жизни, утверждение добра над злом. Папа мой родом из Прилузского района. Погиб его отец в первый месяц войны, 18 июля 1941 года. И также погибли 2 его деда, то есть братья этого папиного отца. Они родом с Летки, Прилузского района. Поэтому, естественно, каждый год 9 мая в нашей семье отмечается святой праздник. И бессмертный полк мы выносим фотографии, идем с фотографиями наших дедов. Я тоже, естественно, каждый сеянец сосны. В общем-то, я посвящаю его, когда вкладываю своим дедам, в том числе и родному, и двоюродным дедам, которые не дожили до этого дня. Все для фронта, все для победы. В Коми, где не было активных боевых действий, всю промышленность перевели на военные рельсы. Уголь, Воркуты и Инты, топливо из Ухты отгружали эшелонами. А здесь, в Нювчиме, работал чугунолитейный завод. Отливали корпуса для ручных гранат, изготавливали походные кухни, армейские повозки, сани и детали для станков. Знать историю своей страны обязан каждый, уверен Александр Ермолин. И крайне важно рассказывать детям всю правду о Великой Отечественной. На акцию «Сад памяти» он приехал вместе с дочкой Есенией. Этот год особый, потому что, во-первых, юбилейный, во-вторых, почтить память и посадить деревья для нас. И моей дочери было первое важны. Она сегодня утром сказала, мы точно едем, несмотря на погоду. Мы решили все-таки принять участие. Всего на территории Коми уже высажено более 126 тысяч деревьев. В акции «Сад памяти» приняли участие около 400 человек. Воспитанники детских садов, ученики школ, студенты, представители общественных организаций и просто неравнодушные жители всех районов республики. Великая Отечественная война для каждого человека что-то значит, потому что нет такой семьи, кого она бы не коснулась. Конечно, мои деды тоже воевали. Слава Богу, вернулись живые с войны, тем не менее, даже этот лес будет память о тех погибших, о тех раненых, вернувшихся. Тяжелее всего пришлось, наверное, инвалидам, которые вернулись с войны и остались забытыми. Поэтому это хорошее начинание. Сегодня мы и в городе заложили несколько аллей, именно аллей памяти 75-летия Победы. Сады памяти появляются во всех муниципалитетах Коми, как в населенных пунктах, так и на территории лесничеств. К слову, принять участие в акции можно и не выходя из дома. Вместе с детьми нарисовать дерево, смастерить подделку, аппликацию и опубликовать в социальных сетях фото с хэштегом «Сад памяти дома». Алексей Корчма, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.